тебя телефон Android. Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Как меня видно и как меня слышно? Скажите мне, пожалуйста. И слышно, и видно. Хорошо, вы прекрасно. Все отлично тогда. Так, приветствую всех, мои дорогие друзья. Так. Видно и слышно отлично. Так, поехали. Приветствую, Аслан, говорит Евгений Яковлев. Видно и слышно супер. Приветствую, Евгений, спасибо. Елена Орлова, лунный свет, приветствует лунного света. Кремлы Якуб, салам из Симферополя. Алейкум салам, Кремлы. Салам Симферополю и всему Крыму. Так. Так. Маш Вовель, говорит, Ногчи из Германии. Так, спасибо, Елена Орлова. Что, зависла у меня, да? Зависла? Вы мне скажите, у меня тут на телефоне зависло. Нет, не зависло. Все отлично. Связь зависает, да? Ночью из Германии. Ну ничего, сейчас восстановится. Guten Abend, Аслан, говорит мистер Икс. Guten Abend, мистер Икс. Так, ФСБЧ. Нет, говорит. Что нет? Так, Чечня не Россия. ДК. Шейх Амир Эльдар. Салам алейкум. Алейкум салам, шейх Амир. Всем коллективный салам. Всех коллективно приветствую. Всем доброго вечера. Если у кого вечер, у кого день, тому день. Так, сегодня нас ждут снова хорошие новости, ну и такие интересные новости тоже. Салам, маршал ду Аслан, антирашизмус. Говорит, ва алейкум салам, маршал Хиль, антирашизмус. Так. Ага. Максик, привет, Аслан говорит. Привет, Максик, приветствую, рад тебя наблюдать у себя тут. Скажи, зачем я жду звонка, говорит. Звонка. Аслан, никаких унижений и оскорблений не было. Не было на прошлом стриме, но твой модератор блокирует. Ни мата, ни оскорблений не было. Давайте по-серьезному отнестись. Так, давайте по-серьезному. Модераторы, давайте. Вот видите, скажи, зачем я жду звонка. Это, наверное, женщина, да, девушка. Обычно девушки спрашивают, для чего я жду звонка. Поэтому, тем более к девушкам, уважаемые мои модераторы, давайте вы будете вести себя корректно, тем более с дамами, тем более не было ни мата, ни оскорблений, ни унижений, ни оскорблений, говорит. Так, Хани Галили, Тель-Авив, приветствую, Тель-Авив. Юрий, если бы США, Украина была бы, так, что-то пропустил я, видимо. Так, по ошибке, может, заблокировали, говорит, он социалес. Алена Павленко, здоровеньки були. Так, интерхунт, модератор всегда прав. Это первое правило. Второе правило, если модератор не прав, смотри правило номер 1. Это второе правило. Так, Тор, привет, Аслан, рад тебя увидеть. Как ты? Прическа топ. Да, спасибо. Спасибо, приветствую тебя, Тор. Тоже рад тебя тут наблюдать. Ичкерия Лайв, ставьте лайки и делитесь видео. Так, собрались. Собираемся потихонечку. Какая тема сегодня? Тема сегодня будет очень интересная. Основная тема – это мочить Путина в сортире. Любимое место Путина, где его будут мочить.
И мы будем рассказывать и хронологически сохранять, да, вот это все то, что мы тут делаем, оно, конечно, будет сохраняться в истории. И мы хронологически сохраняем мочение вот этого террориста в сортире. И при всей попытке как-то выкрутиться из этой сложной ситуации, при всем при этом запустив такие механизмы, как раскачивание ситуации в Европе, пытаясь, улыбаясь Европе и Америке, в первую очередь Соединенным Штатам Америки, и при всем при этом пытаясь как-то раскачать ситуацию, навредить им и одновременно пытаться устоять. Но в Европе поняли, в США поняли, что с этими мерзавцами, с этими бандитами, убийцами говорить не о чем. Все. Поэтому его будут мочить. Как мочить будут и кто мочить будет, мы каждый раз хронологически рассказываем. И, конечно же, сегодня тоже мы немного добавим капельку прекрасной новости, которые практически каждый раз поступают. И когда их не поступает, и мне нечего сообщить вам, я бываю расстроенный. А сегодня я опять веселый, и я ждал, когда я смогу быстрее прийти в стрим, чтобы быстрее рассказать, как мочат и будут мочить мерзавца и террориста Путина. Первое, что хотелось бы отметить, что наконец-то отброшены все вот эти иллюзии, надежды, что с Россией можно договориться. И 2 дня назад Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил: «Я действительно считал, как думаю, и многие другие министры иностранных дел и премьер-министров до меня, что мы можем начать все сначала с Россией, что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма. Очень-очень печально, что я был неправ», сказал Борис Джонсон. Это значит, что можно начать все сначала. И в этом он очень сожалеет, и что это невозможно. Об этом мы говорим много лет. Наши руководители, наши люди об этом много-много лет говорят. Что с Россией бесполезно, с путинской Россией. Мы должны говорить о постпутинской России. По-другому разговаривать вот с этими мерзавцами и убийцами вообще нет никакого смысла. Но, несмотря вот на эту великолепную новость, что Великобритания в лице первого лица, да, своей страны заявила вот такую вещь, что с Россией больше никто не будет вести и не пытаться с ней начать все сначала. Один очень уважаемый страны президент тоже, как ни странно, заявил очень интересную вещь. Вчера Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, заявил у себя в Твиттер: «Россия, Сирия и Иран убивают или на пути к убийству тысяч невинных граждан провинции Идлиб. Не делайте это. Турция работает усердно, чтобы остановить эту резню». Я не знаю, что побудило президента Дональда Трампа. Сенат-то уже имеет четкую выраженную позицию, и мочение Путина в сортире уже идет полным ходом. Просто сейчас подготавливаются, выбираются инструменты, методы и так далее. А то, что мочение будет, это просто дело времени. Нам достаточно взять побольше попкорна, запастись там кока-колой и смотреть, как это будет происходить. Конечно же, для сознательных людей, конечно, лучше бы принять в этом участие. Так вот, не знаю, с чем это связано, такое резкое изменение Дональда Трампа, который, во-первых, подписал моментально, как только на его стол лег закон о санкциях по Nord Stream 2 и турецкому потоку. Теперь же Трамп заявляет, что Россия, Сирия и Иран, это уже известный Башар Асад, да, и Иран известные изгои в мире, и Россия причисляется к ним и обвиняется, фактически прямо обвиняется в убийстве тысяч невиновных гражданских.
И одновременно делается реверанс в сторону Турции и говорит, что Турция пытается остановить эту резню. Что тоже правда, да, что, но по разным оценкам, по разным данным, я получал там информацию, что Турция не то чтобы не убивает, не пытается не дать убить, она сама этого не убивает, и это уже хорошо. И есть присутствие турецкой армии, это охладит пыл вот этих всех бандитов. Так что у нас две великолепнейшие новости. Два представителя англосаксонских стран, Англии и Соединенных Штатов Америки, прямо заявили, что это бандиты, преступники, с которыми не будет никаких перезагрузок. С чем я вас всех и поздравляю. Поехали дальше. На прошлом стриме мой дорогой друг Эдуард Мамедов задал мне один вопрос. И я на этот вопрос не смог ответить, так как я его потерял просто у нас в эфире. Сейчас я на него отвечу, потом перейду к вашим вопросам, и мы продолжим наш разговор. Итак, Аслан, я смотрел твой стрим-чат рулетки, понял, что они рады быть рабами. И с кем договариваться? Это вопрос. При смене власти их многих надо лечить и учить. Многие не знают, как фильм Дудя доказывает это. Многие не знают, как фильм Дудя доказывает это. Да, Эдуард, абсолютно с тобой согласен, как обычно, в принципе. Россию надо брать во внешнее управление, ей нужно помогать. Россия должна разделиться на несколько государств. Там, Сибирь должна уйти в Сибирскую Народную Республику, Дальневосточную Народную Республику, Татарскую Республику. Кавказ должен, соответственно, отделиться. И, кто захочет, конечно, никого насильно из России выгонять не надо. Кто-то хочет быть в тюрьме. Пожалуйста, кто хочет быть в тюрьме народов, те должны остаться в тюрьме народов. Остальные должны выйти. И, конечно же, людям нужно после той инъекции пропаганды, лжи, которую Россия в огромном количестве на сегодняшний день проводит, и им невозможно до них достучаться. И когда ты им приводишь аргументы, факты, доказательства, они говорят, что это мы хотим их как-то завербовать и к чему-то склонить, что не является правдой. Поэтому много предстоит работы тому, кому это нужно. Мне лично, мне как гражданину Чеченской Республики Ичкерия, мне это не нужно. Я, конечно же, поддерживаю нормальных, адекватных людей, уважаю этих людей, которые проживают в России. Но заниматься этим, у меня есть своя страна, в которой мне тоже надо помочь своему народу, пережившему тяжелейшее время после геноцида. Поэтому вот такая вот пока ситуация. Далее я перейду к вашим вопросам, и попозже мы еще затронем некоторые темы, в том числе то, что Украина закупила новую партию американских джавелинов, и так далее. А теперь давайте чуть-чуть пообщаемся, уважаемые друзья. Так, давайте я начну так, не очень высоко тут, листая ваши сообщения. Так, Александр Белый. Мокша Ашоли. Шасти говорит. Так, Мокша. Алексей Белый, приветствую. Аслан, также с наступающим Новым годом. Всех свободных и нескрепных. Приветствую, Александр. Также поздравляю. И всех свободных, как говорится. Так, Маулют Аттылташ, хорошие новости. Да, отличные новости, Маулют. Это дорогого стоит. Чтобы премьер-министр, первое лицо Великобритании заявил такое, чтобы потом Дональд Трамп, я не знаю, с чем связана позиция Дональда Трампа, может быть, это так импичмент повлиял, предстоящее голосование Сената. Посмотрим. Так, Тур. Трампу готовят импичмент, может, поэтому он решил пересмотреть свои отношения с Путиным. Да, вот только что как раз, Тур, я об этом говорю, и вы как раз пишете. Так, ночь из Германии. Балауди Бараев. Так, это не мне. Так, опять за бороду. Здесь какие-то эти... Да, это какие-то вообще люди...
Я вас удивляюсь. Вы такие интересные. Просто я не знаю, как вы живете в этом мире. Так, Ганс Шрёдер. Ногти надо создать спецслужбу, которая будет выявлять путиноидов по всему миру. Конечно, конечно, их обязательно нужно создавать, и это надо делать. Но это когда у нас будет своя юрисдикция, когда мы окажемся в своей стране, когда мы будем, как закон, право имеет место на определенном месте, да, во времени и пространстве распространяется. Так вот, нам нужно свое пространство, наша юрисдикция. Там мы, конечно, установим это. Эмин Закиряев. Добрый вечер, Аслан Бey. Приятно видеть вас. Добрый вечер, Эмин. Спасибо. Взаимно приятно читать вас. Так, вы куда делся, Балауди? Это замочили тут, Балауди? Так, лунный свет. Как найти? Так, это не мне. Агент ЦРУ. Сашка, привет на тот свет. Я не понял, что ты тут говоришь, но если ты хочешь оскорбить Сашку Белого, то я тебя уверяю, ты, во-первых, будешь забанен моментально. Дай просто понять, что ты имеешь в виду, да, агент ЦРУ. Александр Шнип. Путин хочет погладить Беларусь, ваше мнение. Да, я вижу вот это наблюдение. Ну вот заигрывание Лукашенко с Путиным ни к чему хорошему не приводит. Сейчас же уже Лукашенко начал обращаться, что НАТО поможет и так далее. Видимо, может какая-то договоренность с НАТО, что-то имеется. Но при всем при этом все эти годы Лукашенко, конечно же, пытался выудить какие-то деньги, но белорусам не нужны деньги России. Белорусы, если им дать свободу, если дать равные условия, интеграцию в общество, они бы неплохо развивались бы. И жили бы намного лучше, чем они живут сейчас, вот, многие уже годы под управлением вот этого нынешнего Лукашенко. Я считаю, что белорусам надо сопротивляться. Украинцы отличный пример показали. Оказавшись без президента, даже если ваш батька сбежит, вы можете быстро собраться и защищать свою страну. Если вы станете частью России, вас ждет нищета, унижение, несудебные казни, которые там у вас будут происходить очень часто. Ну, ничего хорошего вас не ждет. Вы будете деградировать. Человечество развивается. Мы в 21 веке. Мы перешли в новую формацию, мы перешли в цифровую формацию. Мир изменился. Мы сейчас, некоторые не осознали до конца всего этого, но уже практически многие уже осознают. И белорусы не могут остаться в этой фашистской России и откатываться назад. Идите вперед, белорусы, только так. Так, Вашандорой. Инакомыслящих КГБ загоняли в кочегарки Российской Федерации, выгоняет за границу, поэтому нищета, старики лазают по мусорным бакам, а молодежь бежит с России, Российской Федерации. Да, да. Алена Савченко, здравствуй, Астам. Приветствую, Алена. Маулет Атулташ, слава Украине, героям слава, Маулют. Так, поехали. Орел, так, Орел Горный, Орел Горный. Ну, где этот вопрос? Ну, вы уже тут много наговорили. Так, Орел Горный. Путин своих немало мучит. Чечня не Россия. У меня борода, но я не европейский шариаджи. Да, оставьте вот эту тему вообще. Так, давайте я тогда перемотаю. Извините, конечно, но мне надо перемотать. Скажи, зачем я жил звонка? Аслан, я, конечно, не девушка. Спасибо за оскорбление, шутка. Временно попросил у знакомой мой ник освободи из ЧС, черного списка, да? Я не знаю,
как если ты здесь писал, я не смогу тебя освободить из этого. Я не знаю, кто это сделал, но я не смогу. Ах, да, кстати, Фриман, у нас был Фриман в прошлом стриме, я его забанил. Этот Фриман оказался моим знакомым. Он сказал, что он случайно взял, и это полное совпадение, что вот у нас там есть другой Фриман, просто свободный человек, он взял себе такой стрим. Его я тоже не могу разбанить. Если он сегодня меня смотрит, то ему тоже, я ему говорил об этом, мы с ним созвонились, обсудили. И это, ну, я так понимаю, этот человек не является никаким троллем и так далее. Но это было совпадение, что вас обозначают разные вот эти люди, которые за нами очень следят, нам ставят палки в колеса, у нас пропадают комментарии, у меня слетают лайки, слетают подписчики, и это продолжается уже какое-то время, уже на протяжении какого-то времени. Я так понимаю, нами конкретно занялись. Ну, это очень хорошо, хотя бы хоть чем-то мы им мешаем. Ну, я думаю, мы дальше будем мешать, и мы вобьем гвоздь в крышку гроба вот этой поганой России, фашистской России. Она станет свободной демократической страной. И я думаю, адекватные русские понимают, о чем я. И если хоть это и задевает за живое, да, но я думаю, что нормальные люди должны понимать, что для них выгоднее, лучше, для их потомства, поколения выгоднее, когда Россия станет свободной демократической страной. Далее я сегодня провел, на мой взгляд, очень хорошее такое информативное интервью с Борисом Стамахиным. Я завтра его смонтирую и завтра представлю его к вашему вниманию. Так, Маждада, ассаламу алейкум, аслам. Всегда несешь позитивные новости. Ва алейкум салам, Маждада. Ну а что делать, Боже, да? Вот такое время настало. Только хорошие новости. Хочется что-нибудь плохое вам рассказать, а ничего не могу. Только позитив. Дал Бугастов. Алена Савчика, Аслану только победу. Нам всем, Ален, только победу. Мухаммед рядовой, я сила. Да, Мухаммед, у тебя хорошая самооценка. Ган Шрёдер, почему Турция не заявляет о притеснении татар в Крыму? Я не знаю. Я могу предъявлять Турции только вот за Чечню, то, что было. И я знаю, что Турция пыталась помогать, и дай бог поможет крымским татарам, потому что крымские татары сейчас находятся в очень плохом положении. У них, конечно же, да, это мы все сейчас видим, как Хизбут Тахрир там по надуманным предлогам обвиняют. Ее признали до того, как Россия аннексировала Крым. Я занимался, участвовал в нескольких делах по Хизбут Тахрир. И тогда как раз было ужесточение именно признание именно этой организации Хизбут Тахрир террористической. До этого там до 2-3 лет давали, но тут ее сделали террористической, там уже до 15 и до 20 уже могло все это вырасти. И в итоге выросло даже больше сроки. И тогда я задавался вопросом, а для чего они ужесточают? Хизбут Тахрир абсолютно не террористическая организация. Я тогда не сопоставлял, что в Крыму, я знал, что в Крыму находится много есть людей, придерживающихся вот этих взглядов. Но они абсолютно мирные, абсолютно никакого терроризма. Я могу засвидетельствовать в любом суде. Я изучал вот по материалам дела по Хизбут Тахрировцам, и ничего, что может нанести там террористическую угрозу для России, Украины или для кого-либо, я за ними не заметил. Ну, по крайней мере, там этого не было. Ну вот, ужесточили. И оказывается, после того, как Украину, Крым аннексировали, они планировали, это заранее планировалось, да, рассказывают нам, что вот на медалях есть дата захвата Крыма и так далее. Ну, это подготавливалось намного раньше.
И вот сейчас очень много сажаются, да, и вот уже статья подогнана, кодекс уже подогнан под Хизбут Тахрир, или Хизбут Тахрир подогнан под террористическую организацию. И при всем при этом конкретно крымские татары сейчас получают большие сроки, да, огромнейшие сроки, ни за что людей просто, весь мир наблюдает за этим. Конечно же, есть внимание к этому и так далее. Но при всем при этом надо отметить, что это лайт-версия. При всем тяжелом положении крымских татар, это лайт-версия. И, конечно же, как только вы снизите внимание, европейские страны, та же Турция, Украина, другие европейские страны, сами крымские татары в первую очередь, конечно же, кроме самих, да, и не только крымские, все граждане Украины должны, потому что это все граждане. Какие бы разногласия между крымскими татарами там, за свои права и там, властью в Киеве не возникали раньше, это не имеет никакого значения. Эту власть в Киеве украинцы вышли в сотни и тысячи и миллионы, миллион там человек или больше вышли и прогнали эту власть в Киеве. И крымские татары требовали своих прав, как там автономия, и это их законное право. Но крымские татары не предали Украину, и Украина не вправе предавать крымских татар. И если они ее предадут, если бы крымские татары, руководство крымских татар сказало бы: да, Владимир Владимирович, мы очень согласны с вами, мы хотим быть в составе России, то вот аннексия Крыма, она бы узаконивалась, потому что, что бы кто ни говорил, при всем при этом хозяевами Крыма являются крымские татары, крымлы. И вот эти люди не предали Украину. При вот этом положении. И сейчас вот эти десятки и сотни человек, которые сейчас просто конвейерным путем садятся в тюрьмы, эти люди бы не садились бы. Им сделали бы послабление, с ними бы договаривались бы и так далее, и так далее. Но крымские татары не предали свою страну. Соответственно, предать их — это двойное преступление. Поэтому всячески надо помогать. Я что хочу сказать, при всем при том, что сейчас происходит в Крыму, с Крымлы, это лайт-версия. У нас в Чечне, да, извините, что вот постоянно говорю про свою проблему, у нас вообще очень, намного хуже ситуация. К нам не приковано сообщение. На нас, если говоришь террорист, да, про крымских татар это очень сложно сказать, да, только в России там можно это рассматривать, и то только в суде, и то там где-то у следователя где-то. Там где-то так. А у нас можно любого человека обвинить, да, только ты взял в руки оружие, только ты защищал свою страну, вплоть до главного террориста Путина, главного фашиста и мерзавца. Он открыто врет, рассказывает, что там Зелимхан Хангашвили тот же взрывал метро там, и так далее. И многие верят, и в том числе украинцы, да, и в какой-то степени, и другие люди тоже. И нам приходится доказывать, что мы не верблюды. Так, например, были задержаны 26 декабря в Янди Отар, у нас он называется, Ачхой-Мартановского района, российские бандиты вместе с коллаборантами ворвались в дом семьи Джабраиловых и похитили двух братьев, Умара и Ислама. Очень с процессуальными нарушениями были задержаны, их забрали в отдел, пытали, избивали. Но сегодня поступила информация, что два брата были отпущены. И этот случай такой, знаете, получил резонанс, получил вот такую вспышку, привлек внимание только лишь потому, что у одной из родственниц хватило, в порыве негодования, паники, страха, ей хватило ума распространить эту информацию. Она, конечно, могла пострадать, да, но при всем при этом вот сегодня людей выпустили. И это очень важно. Московский механизм ОБСЕ, который создал московский механизм за контролем ситуации, при всем при том, что сейчас там есть, все равно внимание какое-то привлечено. И, конечно, мы должны говорить, как только кого-то задерживают, как только задерживают, это значит, обязательно человек подвергается пыткам, избиениям, оскорблениям, унижениям. Это вообще стабильно.
Чем дольше он у них находится, тем больше у них есть возможность его пытать, избивать, унижать. Поэтому сразу же сообщайте. Никто наши права не будет защищать, только мы сами. И вот благодаря тому, что это получило резонанс, быстренько, оперативно дошла ситуация до мемориала. И мемориал обратился в разные органы России, в Следственный комитет, я так понимаю. И, то есть привлекли внимание. Конечно, обращайтесь ко мне тоже, я буду распространять информацию, я буду обязательно моментально реагировать на это. Перед стримом как раз я узнал, я собирался посвятить дольше этому время, но так как люди освобождены, я больше не буду, но если есть необходимость, конечно же, по другим случаям я тоже буду сообщать. Если не освобождены, и эта информация, которую я получил, она недостоверна, пожалуйста, сообщите мне. Я, конечно же, буду привлекать внимание к этому делу. И вот чем отличается ситуация в Крыму и во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так, ребята, я сейчас чуть заговорился, поэтому я перейду к вашим вопросам. Так, поехали дальше. Ичкерия Лайв, ставьте лайки и делитесь видео, говорит. Так. Анзорину. Американцы не захотели бойцам чеченского сопротивления помочь стингерами. Да, возможно, да, возможно. Я не знаю, хотели или нет, но американцы помогли стингерами когда-то в свое время талибам против Советского Союза. И потом с талибами они рассорились, да. И знаете, мы должны быть понятными Западу. В первую очередь, я считаю, мы должны быть понятными Америке, Соединенным Штатам Америки, и мы должны быть надежными партнерами. А не сегодня, вот у нас такая ситуация, а вот завтра мы решили там изменить вектор нашего направления, и вот мы считаем что-то. Конечно же, это очень сложно. Этим стингером можно выстрелить не только по российскому бомбардировщику и истребителю, но и там выстрелить по американскому бомбардировщику или союзникам американцев. Это очень сложная процедура. Вы видите, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум о том, чтобы Украина сдала ядерное оружие. И за это они гарантировали безопасность. И даже после этого Америка очень долго и трудно вот этот процесс проходил выдачи оружия. И вот только недавно украинцы получили джавелины. И вот сейчас еще одну партию, вчера или сегодня поступила новость, что украинцы приобрели еще партию джавелинов. Так что российские вот эти горящие железные коробки будут гореть с еще большей силой, что, конечно же, очень печально, что будут гибнуть люди, но при всем при этом оккупант должен быть остановлен. Так, давайте я перемотаю немножко. Давайте я не немножко, а немножко перемотаю. Давайте я все это перемотаю. И пойдем медленько. Да, вы уже между собой хорошо общаетесь. Давайте, ребят, я пойду, вы как закончите, позовите, я вернусь. Так, поддержку уйгуров, говорит Нохчуборс, посвяти немножко времени. Это очень важно. Да, я с этой темой не очень знаком, если честно, но при всем при этом, да, конечно же, сейчас везде появляется информация, и, между прочим, Турция и Соединенные Штаты, вот эти две страны, которые я обратил внимание, которые начинают поддерживать вот этих туркоманов, которые там проживают. Китай это тоталитарный режим. Да, он чуть мягче, чем в других, каких там, Северной Корее, допустим, но при всем при этом очень жесткий режим. И поэтому, конечно же, нужно помогать всячески уйгурам, которые там находятся в очень тяжелом положении. Очень тяжелом, там идет массовое нарушение.
Причем, знаете что? Эти массовые нарушения, да, знаете, вот эта зараза, которая у нас была, геноцид, который над нами проведен, и тот опыт, вот этот преступный, фашистский опыт, который получили российские силовые структуры, их перенимать приезжали из Китая в оккупированную, во временно оккупированную Чеченскую республику. И это все прошло на нас, и они пришли посмотреть, как им удалось вот так чеченцев миллион выводить на митинги. Но, конечно, миллион никакого не выводили, все это по телевизору ложь, то, что они говорят. Но, конечно, выводились люди под угрозой отчисления из университетов, отчисления, увольнения с работы и так далее. Ну, вот такая вот ситуация. Да, у уйгуров тяжелое положение. Более того, тяжелое положение хуже даже, чем у уйгуров. Сегодня дело обстоит в Идлибе. Даже вот Трамп то, что писал, сообщал в провинции Идлиб, сотни тысяч людей, или там, десятки тысяч и больше сейчас подвергаются бомбардировкам, гибнут каждый день люди. И Россия, ее летчики, я молю Господа Бога, чтобы все эти летчики постигло то же, что они сейчас творят с ними. Дай Господи сделать так, чтобы эти люди получили именно то, что они творят сейчас над сирийскими женщинами, людьми, над гражданами Сирии, чтобы их дом это вернулось. И я очень надеюсь, что именно по Сирии будет трибунал. Именно по Сирии будут вот эти все мерзавцы и убийцы будут осуждены. Я очень на это надеюсь. Да, Аллах. Так, поехали дальше. Либерал-антирус. На Путлер ТВ пропагандоны уже вовсю восхваляют Сталина под бурные аплодисменты русских. Да, я видел эти разные там баннеры, что вот I'll be back, выражение из Терминатора, типа я вернусь, когда говорит Арнольд Шварценеггер, и Сталин такой, I'll be back, я вернусь. И они им, да, хотят рассказать, что он вернется. Он уже вернулся. Им надо просто сейчас уже вот эти методы, репрессивные методы начать на русских. И они начнутся. И голодные бунты не за горами, голодные бунты, и, соответственно, будет закручивание гаек. Закручивание гаек происходит только одним способом, да, убийствами, пытками, незаконными арестами. Это все ждет Россию. Это тот бумеранг, это те мольбы, которым взывали чеченцы, которых пытали, сжигали заживо, рубили пополам, отрезали руки, делали все просто, да, что вообще вообразимо и невообразимо человеческому понятию. Все вот это русские у нас творили. И это никуда не делось. Об этом можно закрыть, это можно там рассказывать, что вот у нас там все хорошо, мы там строим какую-то там великую там Россию, но это никуда не делось. И я лично, я этого не забуду и не прощу никогда. И таких нас сотни тысяч. Да? И я уверен, что сейчас я уже вижу, начинается движение в нашем гражданском обществе. И в какой-то степени я считаю это своей заслугой тоже, что мы вот начинаем просыпаться. И как только мы осознаем, как только мы признаем свое правительство в лице Ахмеда Закаева, как только мы организуемся, у нас все пойдет. И мы будем привлекать этих мерзавцев. И ни один мерзавец, который нам удастся установить, не уйдет от ответственности. Да, Алмула. Так, Ансар Ансаров. Асна, как ты прокомментируешь насчет слова Аушева Руслана, когда шла война в Чечне, ему с Кремля дали приказ не мешаться в границе, если надо, мы сами поставим границу до Грозного, Ингушетии, лишь бы ты нам, там и так далее.
Я не слышал эти слова, конечно, какие там говорит, но я где-то читал, вот в Фейсбуке, по-моему, вчера я читал, да, вот опять вы меня пытаетесь тянуть вот эту ингушско-чеченскую вот эту разборку, в которую я ни при каких обстоятельствах не втянусь. Но при всем при этом я могу сказать, что Руслан Аушев, лично для меня, я его считаю героем. Я считаю, это человек, достойнейший человек. И если бы Руслан Аушев тогда не открыл, да, нам, нашим беженцам, у нас был бы просто ужас. Да, вот к тому геноциду, к тому тяжелейшему положению, в котором мы находились, нам было бы еще хуже. Это без сомнения. И именно за это Руслан Аушев поплатился своим постом, и он уже как бы как предатель, да, вот, они его уже называют, да, он там наш русский офицер, там они говорят, но все равно он горец там, да-сюда, чтобы не сказать, что он война. Ну, это горец, война, в принципе, это большой разницы нет. И вот при всем при этом Аушев Руслан настоящий онах, да, в нашем понимании. Мы знаем, что это значит. Вот что я могу сказать про Аушева. И, конечно, да, возможно, если Аушев сказал бы там, как Евкуров одел бы сапоги, там, который ходил по нашим горам и убивал нас, Юнусбек Евкуров, вот этот мерзавец и преступник. Если бы он, как этот преступник, пошел бы убивать невинных людей только лишь за то, что они построили свое государство и хотят, не хотят жить вот в этом свинарнике, фашистском свинарнике, только лишь за это. Если бы Аушев поступил бы как Евкуров, то Аушеву отдали бы Ячхой-Мартановский район и до Грозного русские установили границу, сказали, чеченцы, молчать, это будет территория Ингушетии. Конечно, может быть, так и было бы. Но тогда бы, во-первых, бы это только на время. На время. Несправедливость рано или поздно она проиграет. Да, мула. А во-вторых, Аушев не был бы онах. А онах не может ни за что продать. Ни чтобы понравиться там ингушам, ни чтобы понравиться там кому-либо русским или еще кому-то. Он не может так сделать. У него есть свои взгляды, свое это. И нету чеченцев ингушей. Есть один народ. Просто нас целенаправленно разделяли и разделяли. Но это другая история, в которой я пока лезть не буду. А настанет время. Мы сядем, чеченцы, ингуши сядут друг против друга, и мы сами решим свой вопрос. Сейчас обсуждать это не имеет никакого смысла. Кроме того, чтобы признать онаха Руслана Аушева онахом, и все. Руслан Аушев не только сегодня онах, он в истории уже онах. Да, это мое мнение. Так, давайте посмотрим дальше. Маждада, Аушев мужчина с большой буквы. Уважал, уважаю и буду уважать. Да, Маждад, абсолютно верно. Так, персона, так, это не мне. Так, Анзорино. Да, был вот вопрос. Опять я пропустил. Так, подождите. Так, Аслан, что скажешь про Петербиева? Гарик спрашивает. Гарик. Кто такой Гарик? Так, подождите. Так. Так, у меня был донат здесь, я видел. Сейчас я поищу донат тогда, ребята. Вы меня извините. Вот он. Вилюс Якимовичус. Билет на просмотр. Данки Шон Вилюс. Спасибо большое. Лучше вопрос задавайте. Спасибо за донат. Так, билет у нас, Юлиус, у нас билетом является лайк. Этого достаточно. Поэтому вот такие вот дела. Ставьте лайки и так далее. Ой, вы тут наговорили. Или я долго говорил, или вы тут начали. Так. Доброго тебе, Гарик Гариков, ваш сосед. Гарик Гариков, салам Аслан, добра тебе, Гарик Гариков, ваш сосед. Приветствую, Гарик. Привет, сосед. Кингбум, пани Аслан, створите телеграм-канал, або чат, описание, ссылка, не бачу, якщо він же.
Пани Кингбом. Телеграм это ФСБшная программа, я не буду скачивать это. Дуровская, вот это ВКонтакте, Телеграм, это мне не интересно, я этим не буду заниматься. Поэтому, извините, я ничего там не вижу особенного, что я не могу делать в Фейсбуке или каком-нибудь там Ютубе или в Инстаграм. Мне достаточно вот американских социальных сетей, чтобы я мог пользоваться и быть в безопасности. По крайней мере, в какой-то степени я считаю, что я защищен от гибни. Остальных у меня в мире врагов нет, и мне скрывать нечего, кроме того, чтобы гибня лезла мне куда не следует. И давайте. Так. Алан Аланов. Это личное мнение Аслана про Ауши. Я и многие противоположного мнения. Но это твое дело личное. Так, кроме всего, Руслан Аушев харизматичен, как и Асланчик, говорит Елена. Спасибо, Елена, спасибо. Так, Гарик, Аслан, скажи, пожалуйста, мнение про Бетербиева. Я вот, если честно, знакомая фамилия, я не знаю, о ком речь сейчас. Вот Бетербиев. Это спортсмен какой-то, да, я так понимаю? Юрий Матиев. Респект тебе, Аслан, Аушева есть за что уважать. Да. Так. Хватин Бог, Хамзат Гилая. Вот, отлично, Хамзат. Ну, видите, у нас 384, ну, половина, допустим, это, наверное, эти, которые дома. Они опасаются, но имеют право. Анзорино Ауши во всех интервью российским СМИ заступался за чеченцев. Конечно, нет, у вас может быть личная неприязнь к каким-нибудь ингушом. У ингуша может быть какая личная неприязнь к чеченцам. Но у ингуша может быть личная неприязнь с ингушом. У чеченца может быть личная неприязнь с чеченцем. Но это не значит, что этот ингуш или этот чеченец будут всех чеченцев или всех ингушей. Да? Мы один, хотите вы этого или нет, мы один народ. Да, есть подонки, мерзавцы. Но возьмите, сколько у нас есть благороднейших, лучших сынов, которые есть. Ведь 100 мерзавцев не могут одного испортить, который может этих 100 тысячи затмить. Руслан, он тысячи затмевает, есть не десятки. И не может ингуш сидеть и что-то говорит про чеченца плохое. Вот не может он публично. Ши ца лично цахом хильча, ши ца югазвон хильча, ши юга, ши на ощенюга. Среди своих родственников, друзей там, ну скажи, да, выговорись, если не можешь. Ну не может чеченец сидеть и на ингушей говорить публично что-то. И Руслан конах, это высшая степень мужчины. Не может Руслан тем более это говорить. Поэтому, иштамду Руслан адык. Конечно, я уверен на 1000000% у Руслана Ауша были с чеченцами проблемы, там, как и с ингушами тоже. Но он же не может сейчас сказать, ща он ногчу ишту. Не скажет он никогда. Как и мы не скажем никогда про ингушей. Так, реалити French English. Марш Вовер, Аслан. Англо-французская служба реалити на месте. Билет куплен. Марш Вовер, реалити French English. Молодец ты. Но мы будем развиваться реалити French English. Билет куплен. Отлично. Байсангур Чири. Лайк Аслану пока не под запретом. Лайк ты можешь ставить даже когда под запретом. Так, Аслан, прокомментируй слова путки террориста, говорит Ганс Шрёдер. А какие именно? Какие именно слова у этого террориста? Персона Нграда. Аслан, что говорят в высших кругах? Хочется движухи, руки чешутся. Вот именно вот для таких людей, для молодых людей особенно, спортивного и законопослушных в первую очередь людей, мы создадим специальную миротворческую группу, которая будет действовать в рамках закона, соответственно. Ничего, что вытекает за рамки законодательства европейских стран, конечно, мы делать не будем, но мы должны создать специальную группу, миротворческую группу. Она уже как бы в процессе, так что, ребята, выстраивайтесь в очередь,
те, кто хочет, и будем вместе тренироваться, выезжать куда-нибудь, кататься на лыжах в горы. Ну, там еще много что у нас будет. Ну, над этим надо работать. Такие ребята нам тоже нужны. Так. Так, Дона я уберу тогда. Да? Давайте еще раз. Что-то это Дон тут вообще. Ну, где модераторы? Почему модераторы не убирают этого тут какого-то на дому ремонтирующего какого-то? Так, друзья, я сейчас, мы уже немного говорим, я бы хотел бы сейчас вернуться и сказать тоже очень важную вещь. Вольф, настоящий мужчина, он никогда в жизни не повесит флаг Америки, флаг убийц мусульман. Настоящий мужчина не будет скрываться под ником Вольф и обзывать других не мужчинами или так далее. Если ты такой мужчина, открыто скажи, что вот надо выступить против несправедливости, надо сразиться с нашим врагом, который оккупировал нашу страну. Я считаю, именно ты не настоящий мужчина, который такие вещи мне говорит. Я тебя заблокирую, так как не мужчина, он на моем сайте делать нечего. Так, вот, ушел один. Хорошо, я очень хорошо с вами тут поступаю. Да, я буду пропускать. Давайте сейчас мы, знаете, что сделаем? Одну очень важную вещь скажу. На российском телевидении, на фашистском российском телевидении, фашисты-пропагандоны начали уже открыто призывать к убийству Ахмеда Закаева. Я вам сейчас включу на пару минут, это займет видео, у меня на канале оно есть. Я бы хотел бы вам его продемонстрировать, это видео. У меня есть вот лица вот основных действующих вот этих подонков, которых, конечно же, мы будем в обязательном порядке устраивать. Они уже себя возомнили, что они вот тут живут там в ядерной державе, что они вот убили 300 тысяч чеченцев, им за это им ничего не было. Конечно же, настанет время, когда мы будем спрашивать. И разные вот эти Андреи Норкины, конченые подонки и мерзавцы, Иваны Трушкины, новый вот этот какой-то фаворит вот этого Андрея Норкина, Дмитрий Офицеров-Бельский, якобы эксперт там, да, обычный гибнявый, Виктор Алевич, есть тоже такой политолог, такой гибнявый, и всем известный Михаил Делягин, который постоянно с умным видом рассказывает нам, что вот он занимается проблемами глобализации. На самом деле это обычные болтуны, которые вот направляют общественное мнение в нужное им русло. Так вот, я сейчас включу это видео, попрошу набраться терпения, посмотреть это видео, и потом мы обсудим вот этих мерзавцев, которые прямо открыто призывают убить нашего премьер-министра Ахмеда Закаева. Вот, одну минутку. Чтобы это было шито-крыто. Я был бы горд, если бы в результате устранения, мне уж извините, Закаев вот у меня прямо во мне сидит, если бы в результате устранения Закаева глава ФСБ или секретарь Совета Безопасности собрал бы пресс-конференцию и сказал бы, мы горды вам сообщить. В соответствии с нашим законодательством. В соответствии с фашистским законодательством вот этих мерзавцев и ублюдков, не побоюсь этого громкого слова, вот, Норкины, вот эти разные Трушкины призывают, и они будут горды тем, что убьют человека, который никогда не совершал ничего против России, не защищая свою страну. Не просто так. Этот человек абсолютно, Ахмед Закаев, никакой не террорист, никакой не преступник. И вот эти люди в костюмах, вот, дело хорошо ухоженные, делая, ну, этот, правда, Норкин, он конченый алкоголик, но при всем при этом они сейчас призывают. Давайте продолжим сейчас это видео, я вас не буду утруждать.
своим Приговор приведен в разговором. исполнение, потому что наше законодательство... Фактически это можно было сделать вчера, год назад, 2 года назад. Почему это не делается? знаю. Не делается это потому, что ущерб, который это нанесет России, национальной безопасности. Вот этот мерзавец, его зовут Виктор Алиевич. Ну, так называемый эксперт. Гораздо больше, чем то, Давайте мы от мы- этого получим. Такие способности и возможности у нас Все государства санкции, есть. которые они способны ввести, они ввели давным-давно. Нет, они И если способны бы мы, вести намного если бы мы больше. взяли Они Украину, способны не намного было бы больше ни ущерба одной нанести. копейки санкций больше. Нет, ну опять странный вопрос. Все тише. Если, не дай бог, Он какая-то нужен очередная... немцам, а не нам этот Так, северный Григорий, вы что скажете? Да вы не спешите Тихо, закаивать. Михаил Юрьевич. Вот вы видели прекрасно, эти люди сожалеют, что они не взяли всю Украину, сожалеют, что они не убили Ахмеда Закаева, они убили Литвиненко при помощи ядерного оружия, применением там, радиоактивного полония, применением. Потом они попытались убить и убили одну женщину при попытке убить Скрипаля. Убили здесь в Лондоне человека. Они в этой же передаче на НТВ когда-то, принадлежащему Гусинскому, когда-то неплохому каналу, более-менее объективному, эти люди откровенно призывают убивать. Они заслуживают нашего общего осуждения, конечно же. И, конечно же, мы сделаем все возможное, чтобы вот эти мерзавцы и подонки, вот эти лица, вот эти подонки оказались в специальном списке, где жизнь-то она длинная, да, у кого она не заканчивается, тот долго живет в этом мире. И, конечно же, мы сделаем так, чтобы эти люди, по крайней мере, в Европе тут не приезжали. Тут этот Иван Трушкин рассказывал, что они все, в принципе, бывают, он рассказывал, что они там были во Франции и так далее. И пытаются часто ездить, это для них такой показатель, надо съездить и продемонстрировать, что это такие успешные люди. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы вот эти подонки не могли здесь так ездить и убивать нас направо-налево. Добропорядочных людей мерзавцы, террористы не должны убивать, конечно. Так, антирашизмус. Их пугают санкции и европейское право, и только это повод не убивать в Европе оппонента. Да, антирашизмус, только так. И это был беспрецедентный случай, когда их террорист Вадим Соколов, да, Красиков, который представился Соколовым, был пойман. Это был вообще из ряда вон уходящий случай, и я надеюсь, что дальше будет продолжаться мочение этих преступников и мерзавцев. Мы сделаем все возможное, чтобы вот эти мерзавцы не чувствовали себя так вольготно здесь. Так. Поехали дальше. Ну а чего, все мало им, которых они убили изверги, да, точно. Ичкерия Лайв, делитесь видео и подписывайтесь на реалити. Америка страна диктаторов, говорит Маждена. Совершенно верно. Алды, не в далеком будущем будут сидеть на скамье подсудимых. Да, и наша задача способствовать этому как можно сильнее. Фриман антипутинизм. Надо установить, есть ли у этих лиц, призывающих убивать Закаева, собственность в Европе. Скорее всего, у Норкина есть. Вот этот Иван Трушкин, это молодой начинающий этот пропагандон, ублюдок, которого, наверное, еще не обзавелся. А Андрей Норкин, наверное, хотя есть, может, и пропил уже, потому что такой второсортный журналюга. Ну, тут вообще, уровень вообще упал. Вообще, да, даже все уже. Там задействованы все свои вот эти мерзавцы, и уровень очень низко пал.
Так, ну надо, конечно, разобраться, надо этим заняться плотно. Так, Елена Орлова. Аслан, подобные видео с доказательствами террористического режима ХЛА вы должны уже предоставлять соответствующие органы ЕС Соединенных Штатов Америки. Я с вами полностью согласен, Елена. Я полностью с вами согласен. И, конечно же, мы будем этим заниматься. Ну, ничего другого нам не остается. Так. Кстати, да, я еще хотел сделать одно обращение по поводу, если я ничего не забыл. На меня, да, такое сейчас, такое обращение, вот как раз по поводу обращения в соответствующие органы. Елена Орлова, спасибо вам, что вы мне напомнили. На меня оказывается очень сильное давление с разных сторон. Ну, они думают, что они очень сильно на меня оказывают давление. Пытаются провоцировать, пытаются оскорблять, пытаются запугивать, там, нанимают киллеров там, и так далее, и так далее. Оказывается давление на моих родителей. Я обращаюсь к всем, кто пытается на моих родителей. Вы не можете ничего сделать, и никто не может на меня заставить прекратить тем, чем я занимаюсь. До того, пока моя страна не освободится, и преступники, совершившие страшнейшие преступления, самые тяжкие преступления, которые знало человечество по отношению к моим народам, я буду продолжать это говорить и делать. И вы можете запугивать там мою маму, угрожать там в мягкой форме, в грубой форме, как угодно делать. Но я вам заранее сообщаю, это бесполезно. Не присылайте людей к моим родителям, не угрожайте моим родителям, не запугивайте. Они старые, взрослые люди. И то, что вы будете делать, да, то, что вы там, у вас один киллер, как мы знаем уже, да, вот этот Тузик сообщил вам, да, всем сдал меня в прямом эфире. И этот... ну, это у вас не получилось. Вам, наверное, нового сейчас придется нанимать. Сразу нанимайте нового. Не тратьте время. Я, как вам уже говорил, у меня тут лежат документы. Я застрахован на 3 миллиона. Эти деньги, часть этих денег пойдет дальше на эту же деятельность, нашу правозащитную деятельность. Поэтому сразу Кадыров, Югабов и всем путинцам, этим ФСБшникам, ГРУшникам и всем вам, ублюдкам, я плевал на вас. С самой высокой колокольни Германии я на вас плевал. Поэтому не надо присылать к моим родителям кого-то, не надо там присылать там этих... какие-то мне угрозы пустые писать. Я буду в соответствии действовать со всеми с вами в соответствии в рамках немецкого законодательства. Если вы бандиты и террористы, присылайте своих киллеров и мочите. А больше ничего вам не поможет. Поэтому идете вы, знаете, к чертовой бабушке. Вот мое к вам обращение, там, да, сидят там, что-то вы там размусоливают. Никто не смейте подходить к моим родителям. Никто не звоните, не приходите, не упрашивайте, не заботьтесь о нас. Пошли вы к чертовой бабушке, все вот эти заботчики. Идите вы лесом, вот, мимо проходите. Поэтому всех, кто сюда будет появляться, со всеми я буду решать, как с предателями, как с русскими. Вы все являетесь предателями и русскими. Это брат мой родной будет, или мой там, кто угодно будет. Вы являетесь врагами моего народа и тех 300 тысяч, которых убили. Когда вы тут рассказывали, что вы там строите какое-то государство, я вам не лез никуда. Теперь вы стали предателями. Пожалуйста, предатели, не лезьте ко мне. Я не буду таким, как вы. Понимаете? Извиняюсь за эмоциональность. Поехали дальше. Так. Хани Галили, Аслан, не нужно никаких судов и обвинений. Создавайте свой чеченский центр Визенталя и самостоятельно уничтожайте этих фашистов и террористов. Без суда и следствия. Так же, как это делали евреи с нацистами. Хани Галили, я, конечно же, против того, чтобы убивать этих людей. Я против вообще убийства и насилия в принципе. Я против. Но то, что вы говорите, конечно же, я не буду против, если чеченцы создадут вот этот
центр Визенталя, да, наподобие чеченский центр Визенталя, и будем уничтожать и привлекать к уголовной ответственности этих преступников. Так как чеченский народ это не один я, и у нас очень много людей, которые именно так, как вы говорите, будут действовать. Но для того, чтобы у нас был центр Визенталя, у нас должна быть своя юрисдикция. Наша страна должна быть освобождена. Ваш центр существовал в Израиле. Вы жили в своей стране, и вы имели право. Здесь мы не можем создавать этого. И в противном случае я первый буду, кто против, если будут здесь создаваться такие центры. И поэтому, если кто-то захочет создать, пожалуйста, не уведомляйте меня об этом. Потому что я буду категорически этому препятствовать. Ну, когда это будет на нашей деоккупированной стране, а жизнь течет, все меняется, пройдет еще, может быть, там сколько-то лет, и эти люди станут там уставшие, старенькие, там уже захотят там, а чем старее, там еще денечек вы прожить, да? И в этот момент постучится молодой чеченец, который, возможно, сейчас еще бегает там в шортиках, выйдет и скажет: эй, выходи, давай, Вася, помнишь? Вот спрос с тебя. Конечно, это будет, и в этом нет сомнений. Если мы этого не сделаем, мы не нация. Если мы не накажем всех преступников, мы не нация и не народ. И, конечно, мы будем этого добиваться. Со мной, без, это не имеет значения. Я за суд, я за суд. Все должно быть в соответствии суда, и должен быть хороший положенный суд. Так что вот так вот, вот так вот. А так, конечно, мысли хорошие, конечно. Все это нужно. Так. Давайте еще на ваш вопрос поотвечаю. Территория Март. Аслан, есть какие суждения насчет Зубкова? Лично я был хорошего мнения о нем, но однажды в Авроре он утверждал, что рад возвращению Крыма. Территория Март. Ни в коем случае, если вы говорите про этого, который был премьер-министром при Путине, который является тестем Табуреткина, да, Сердюкова, министра нападения бывшего, экс-министра нападения и директора магазина, мебельного магазина. Когда Путин был в Дрездене, немецкую мебель, контрабандой они вывозили и продавали, вот, ну, по слухам, да. Ну, конечно, я уверен, что это правда. Если вы о нем говорите, ну там нету нормально. Нет, понимаете, отжали, как говорится, Крым. Да, там они устроили геноцид. Больше вообще говорить не о чем. Больше говорить не о чем. Устроили геноцид. И больше там, я даже не знаю, о чем можно говорить. Эти Зубковы, все они были при власти. И все вот это происходило на их глазах. И при их прямом участии, соучастии, скажем так. Так, еще я хотел, сейчас я чуть-чуть отвечаю. Сколько у нас времени осталось? Так, глянем. Так, еще 20 минут у нас осталось. 22 минуты. Сейчас мы тогда чуть-чуть поотвечаем на вопросы. И я бы хотел бы, такому есть один чувак в Украине, который возомнил себя очень таким великим этим журналистом и каким-то великим деятелем. И вот я бы хотел бы этому деятелю тоже ответить в нашем стриме. Гордону, чтобы все понимали, Димке Гордону. И я объясню, почему я ему хочу ответить. И вот есть ОМ-ТВ, который очень раскручен. Да, украинцы, не поддавайтесь. Если вам кто-то говорит, что вот там вы в плане, ну, что-то хорошее про вас говорят, это не значит, что они 100% за Украину. Ну, по крайней мере, я могу сказать, что есть маркер такой. Если нас, чеченцев, Чеченская республика Ичкерия отказывают в государственности, то эти люди должны привести доказательства того. В противном случае, по крайней мере, я речь об украинцах веду. Украинцы должны быть кровно заинтересованы, чтобы хоть кто-то был союзниками, который будет сопротивляться вот этой России. Но почему-то Украина себя очень странно ведет. Сейчас я поотвечаю на вопросы и перейду, конечно, обязательно к этому Гордону.
Не будем его по-другому называть. Так, поехали дальше. Антирашизм. Аслан, знаком с трудами Стамахина. Я его читал раньше на Кавказ-центре, он писал в других местах, а я его читал так, чтобы с трудами конкретно нет. Я не очень много. Ну, конечно же, так, мне его деятельность знакома. Так, Байсагур, тут не передача, любовь с первого взгляда, открой глаза. Так, вы о чем тут? Анзор Рено, Стамахин за силовой вариант. Да, Стамахин за силовой вариант. Стамахин надоело просто ждать, и он говорит, готов, короче, гасить их. Так. Гордон же друг Зеленского, да? Не может быть. Так, Игорь Кирилюк, привет с украинского Донбасса. Рад всех видеть и слышать. Приветствую, Игорь, приветствую, Донбасс. Байсангур Череи, ты кадыровец. Да, вот Фриман спрашивает. По-моему, этот Байсангур Череи кадыровец, потому что какие-то странные у него бывают посты. Алена Павленко, правильно Стамахин говорит, рашисты понимают только язык силы. Совершенно верно, Алена, совершенно верно. Хамзат Гилаев. Аслан, ты видел, как Сергеев, начальник ФСБ Рязани, ответил журналисту на вопрос, когда закончится расследование сахара, рязанского сахара, да, ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду то, что он сказал, что там очередь большая? Ну, это такое мелкое преступление было, поэтому там надо же было побольше, погромче дела какие-то. И очередь там полгода, год. А потому что эти вопросы не задавались, они просто секретили. И русские это схавали. Что восстанут ли русские? Возмутятся ли русские? Нет. Нет. Только вот загнивать, и только вот мы можем вот так долбить их. Там есть порядочные люди. Жалко тех, которые понимают это все. Вот их жалко. А этих, им все равно. И тогда, заметьте, Путин был намного слабее, чем тогда. Хотя сейчас ситуация изменилась, тоже надо признать. Россия сейчас намного слабее. Теперь она, знаете, сейчас Россия находится в такой ситуации, как в конце 80-х. Когда уже еще просто пока есть бабки, даже не в конце, может где-то в середине 80-х. Когда еще есть бабки, она может себе войну в Афганистане начать. Уже, кстати говоря, вот недавно 40 лет было начало агрессии против Афганистана, советской агрессии. Можно было начать войны, там даже вот в 2 странах уже войны начали. Но сейчас уже не тянет в Украине, надо здесь уже там мудрить, хитрить. Но в Сирии тоже особо не воюют, просто бомбят, подряд все бомбят. И ну посмотрим. Ну, наверное, ты, Хамзат Гилаев, ты имеешь в виду по поводу вот то, что очереди, да? Ты это имеешь в виду. Амир Хударов. Ассаламу алейкум, Аса. А как ты думаешь, какова вероятность возрождения конфедерации горских народов и куда она делась? Ва алейкум салам, Амир. Я не могу сказать, Амир, куда она делась. И вероятность, я бы, конечно, за конфедерацию, я за союз. Кавказский союз государств, вот я за него. Но кроме Грузии и Чеченской республики Ичкерия, остальные страны находятся юридически в составе России. И этот тоже вопрос нужно решать. И за эти годы были храбрецы, которые пришли нам, помогали, гибли, сражались за нашу страну. Но при всем при этом наши соседние республики, наши соседние братские наши республики, они не поднимались. Они думали, сейчас вот пронесет как-то. Даже когда в Чабан-Махе и Карамахе просто уничтожались вот эти 2 села, 2 населенных пункта, тоже не ответили. Я вот не знаю, готовы ли
Но то, что Россия должна быть уничтожена, это факт. И мы должны прилагать всякие усилия к этому. И вот конфедерация, нам деваться некуда. Но для этого мы должны способствовать уничтожению вот этой фашистской России. Ансар Ансаров. Я Гардину. Я Гардину не задавал, я Гордону говорил. Задаю вопросы в эфирах, в прямом эфире. Он во всех сферах поддерживает чеченца, Ичкерии. Не знаю, какие у вас к ним претензии. Ну, значит, вы, наверное, не до конца понимаете, что он говорит, Ансар Ансаров. Претензии есть. Маулют Алтыташ. Аслан, нельзя ли сделать стрим с Ахмедом Ахалихаджиевым? У него всегда под ногами флаг с изображением Рамзана Кадырова. У меня Рамзан Кадыров это клоп с ватника, с русского ватника. И поэтому флаг должен быть Путина под ногами. Путинской России. А Кадыров это ноль. И он это сам прекрасно знает, хотя возомнил себя кем-то. Алена Павленко. Они, наверное, уничтожили все документы, касающиеся взрыва Рязанского Сахара и так далее. Зачем Путлеру компромат на себя хранить? Да, скорее всего, скорее всего. Так. Кингбом Ансар Ансарову отвечает. Как Гордон вправно манипулируя людьми. Говорите, вы можете одно, але завишь будет подвидеть до того, что российская федерация нам друг. Только царь может кривать и некое... Да, совершенно верно. В том-то и дело. Если бы мы понимали бы, да, если бы это было бы понятно с первых их слов, никто бы за них не повелся бы. 700 тысяч подписчиков у этого Гордона не было бы. Эти люди очень хитрые и опасны. Их обучают. И то, что мы понимаем, мы, чеченцы, это уже все пережили. И сейчас у нас появляются разные вот эти тузики, которые начинают тоже мутить. И то же самое в Украине будет. И это будет продолжаться. Это нас пытают там свести с ума. Давайте я сейчас найду вот это обращение. Сейчас одну минутку, дайте мне буквально одну минутку. Так. У меня есть друг, да, вы его тоже все знаете. Его зовут Эдуард Мамедов. Этот человек постоянно задает вопросы разным вот этим людям, в том числе вот этому Гордону. И много раз за Гордоном, за Ост-Вест, вот этим каналом, ой, не Ост-Вест, ОМ-ТВ тоже себя очень странно ведет. И для меня является маркером. Давайте я сделаю вот сейчас, дам вам прослушать это видео, ну, вот это несколько, там, небольшое время. И ему вот этот Эдуард Мамедов постоянно задает вопрос. Не ему, он разным там задает. Он донатит, чтобы его вопрос всегда заметили, потому что когда бесплатно, они его пропускают. И вот эти слова там чеченцы очень храбрый народ, чеченцы очень сильно воюют, там бьются за свою свободу и так далее. Это ноль. Ребята, чеченцы, дорогие, поймите, это ни о чем не говорит. Это значит, что вас можно вот так взять и отправить вот это ваша храбрость, вот это воинство, использовать в другом направлении. И вы будете гибнуть ни за что. Поэтому это очень важно, чтобы мы понимали.
Нам важна наша свобода и наша государственность, наказание всех виновных. Гордон в этом и ранее говорил, что Чечня это там Россия там, и так далее. Вот как только не признают нашу страну, а мы юридически можем обосновать, и Украина первая заинтересована в том, чтобы признать эти факты. Даже если бы они были бы спорными, Украина первая заинтересована, и там украинский журналист первый заинтересован, чтобы склоняться на нашу сторону. Потому что какую грязь льют на украинцев, вы посмотрите, какую ложь возводят на Украину и украинцев. Вы только посмотрите, вся война это ложь, которая против Украины. Вся вот эта подлость, обман против Украины. Не просто людей убивают, а оболгали распятые мальчики, съеденные снегири, украинские фашисты едут там на танках, на поезде там в Крым какие-то, ну, короче, это вы все это прекрасно знаете без меня. Так вот, не разбираясь, а я могу в любом суде, любому человеку доказать, что Чечня является независимым государством. Единственный документ, который является о вхождении Чечни в Российскую Федерацию, мы вышли из Советского Союза, соблюдая советские законы и международное право. Без сучка и задоринки, без единой помаринки. Мы вышли из Советского Союза. И мы можем это доказать. Но нам опять же пытаются усиленно навязать, что вот мы являемся частью России. И кто? Какой-то Гордон сидит и нам рассказывает. И раньше он это рассказывал. ОМ-ТВ точно так же. И это маркер. Украинцы, вы тоже это запомните. Как только нам отказывают в этом, все, этот человек вызывает подозрение. Потому что Чечня уже застолблена. Все, забыли про Чечню. Крым застолблен, забыли про Крым. Теперь мы будем говорить про Донбасс, про Луганск, Донецк, Луганск. Потом мы еще про Беларусь поговорим и так далее. Понимаете? И это жесткие установки. Тот же Ходорковский, который 10 лет отсидел, он такой же гибнюк. Если бы он не был бы гибнюком, он бы не стал бы миллиардером. Он бы не был бы комсомольским вожаком в советское время. Если бы он тогда не сотрудничал. И не захватил бы вот эти недра во время приватизации. И вот эти все стали богатыми эти людьми. Просто так с улицы люди там не становились. Советский Союз разваливался под контролем гибнюков. Посмотрите, во всех советских странах установились гибнюковые вот эти режимы. Там остались все. В Грузии Шеварднадзе, Алиев, в Азербайджане, ну и так, и Казахстан, Назарбаев, ну все. Никому не досталось там, да, кто-то там пытался, страны Балтии там, они признавались независимыми, и они вышли оттуда, и они провели иллюстрацию. Какая еще из стран бывшего Советского Союза, из республик, провела иллюстрацию, в том числе и Украина, да, на минутку. Так вот, если они нам отказывают, единственный документ, который подтверждает, что мы являемся частью Российской Федерации, мы вышли из Советского Союза, то это 2003 год, референдум. Во время активных боевых действий каждый день убиваются люди, каждый день подрывы, взрывы, идет минно-диверсионная война, идет позиционные бои, конкретные боестолкновения. Не работает ничего, живой президент, даже если он не жив, это не значит, что должны проводить референдум. В это время нагло, в мире никем не признано, кроме вот какой-нибудь там Абхазии, какой-нибудь там Венесуэлы, еще каких-нибудь стран, я даже не знаю точно, наблюдатели не признали. Германия не признала этот референдум, который провели в 2003 году по принятию Конституции, первой статье, которая гласит, что Чечня является неотъемлемой частью. Голосовали для истории, если кто-то завтра нам будет или через 50 лет будет рассказывать, что Чечня добровольно вошла, и вот есть документ о референдуме, что Чечня добровольно вошла в состав России. Я официально заявляю, это есть документально подтверждено. Пока еще есть живые свидетели этому. Непосредственно, которые вот в эти дни, которые пытались помешать этому референдуму, есть бойцы нашего сопротивления, с которыми я недавно буквально разговаривал, и мы говорили за этот референдум в том числе. Голосовали оккупанты, которые захватили нашу страну, они ходили голосовать. Подтасовки и все остальное, конечно же, было. Так вот, давайте вот сейчас вернемся к этому Дмитрию Гордону. С такой прекрасной фамилией Гордон. Вот этому Гордону мой друг, мой брат Эд Мамедов задает вопрос.
И его спрашивают, ну там вот, давайте, сейчас я вам дам прослушать, чтобы было понятно. Собак, и это инженеры человеческих душ. Ну, сейчас, Писатели так одну называют. минуточку. Поэтому что мы хотим от этих негодяев? Дмитрий, вы оговорились Вопрос. в интервью с Дудем, вы сказали, что это внутренний вопрос Чечни и России. Был подписан мирный договор в Кремле Масхадовым и Ельциным, и Россия его нарушила и захватила Ичкерию. Я поясню. Эдуард Мамедов задает вопрос и говорит, вы с Дудем говорили, когда вы сказали, что это внутреннее дело Чечни и России. То есть неуважаемый Гордон сказал, что мы внутреннее дело России. Ну, повторил ГБшную пропаганду. Гордон — это ты внутреннее дело России. Ты преступник. Ты предатель своей родины. Я утверждаю это. Если ты не предатель, давай выйдем в эфир, и мы с тобой поговорим. И я тебе объясню, что моя страна не является частью России. Это ты часть России. Ты предаешь свою Украину. Ты становишься частью России, предавая свою Украину. Вот я тебе объясню. Если у тебя хватает духа, я тебе с документами буду показывать. Каждый довод. Ты не первый раз это говоришь, и Дудю тоже говоришь. И такой общественник, который против России, за Украину и так далее. Ты не за Украину, ты за Россию. Я тебе это буду доказывать. Если у тебя хватит духа, давай проведем с тобой общение. Так вот, Эдуард Мамедов говорит, что вот Чечня подписала с Россией договор о мире, и Россия вероломно напала, взорвав свои дома. Он это не говорит, но я это обязательно скажу и Гордону, и при каждом удобном случае. Гордон отвечает на этот вопрос. Конечно, увиливая от вопроса, послушайте, что говорит вот этот нехороший человек. Россия совершила по отношению к Чечне, к Ингушетии, это преступление. Вот, момент. Он не может не сказать, что против Чечни совершено преступление. Но в этот момент он упоминает Чечне и Ингушетии. В Ингушетии очень много убито молодых людей. В Ингушетии огромное количество людей погибло от этого российского преступного режима. Но при всем при этом Ингушетия не подвергалась бомбардировкам, массовым убийствам, днем и ночью вот это вот дело. Мы воевали, была русско-чеченская война, не войнавская русская война, не русско-войнавская война, а была русско-чеченская, которая потом переросла в кавказско-русскую войну по небольшим количеством людей, которые принимали участие из партизан. Честь им, хвала всем. Ни в коем случае не занижая, не принижая участие ни дагестанцев, ни ингушей, ни карачаевцев, ни кабардинцев, ни балкарцев, ни всех остальных, кто принимал участие. Но вот и человек занимается подменой понятий. Он говорит, что Чечне и Ингушетии провела. Ну как и Ингушетия, она и в Дагестане провела. И также она и в Кабардино-Балкарии проводила, и в Карачаево-Черкесии проводила. Он хочет просто сказать, что Чечня такая же часть России, как и Ингушетия. Нет, Чечня, Чеченская республика Ичкерия — это не часть России. Гордон, это я тебе говорю. Потому что этот чеченский войнавский народ, он пострадал первый раз, когда в 1944 году просто подняли весь народ, вот там Сталин, Берия, весь народ подняли и вывезли в Казахстан, в Сибирь. Сколько людей умирали прямо в этих теплушках, сколько людей умерли. Еще одна ложь от Гордона. Нас не возили в теплушках. Когда мой отец услышал это видео, он сказал первое, что сказал: мы не поехали в теплушках. Это были скотские вагоны, в которых мерзли и гибли люди по пути. И везли 3 недели. Тут вместо того, чтобы ответить на вопрос, что Россия, подписав договор, напала, на прямой вопрос, который ему задает, на его ложь, ранее Дудю рассказанную, Эдуард Мамедов ему задает вопрос, вместо того, чтобы это, он рассказывает все, что угодно, кроме договора о мире. Это еще раз подчеркивает, что этот человек лжец. Весь народ вывезли. Вывезли, это что? правда. За что? Все мужчины были И на уже при фронте. Ельцине чеченцы опять пострадали. Потому что их убивали десятками тысяч мирных жителей. Просто убивали. За что? За то, что они не хотели быть как все. Они хотели другой жизни. Они не видели себя в составе России. Так за это убивать?
13 тысяч, у нас вон свет аж погас. 13 тысяч 0,25 человек нас смотрит. В Чечне были террористы. Вы знаете, я не исключаю, что в Чечне были террористы, но в Чечне были и мирные чеченцы, а их за что убивали? В Чечне были террористы и мирные жители. Значит, все, кто защищал свою страну, по мнению Гордона, являются террористами. Мы пострадали из-за того, что мы хотели жить отдельно. Тут и погибли десятки тысяч, были убиты. На самом деле погибло 300 тысяч человек. Так вот, когда он заявляет, что мы делимся на мирных жителей и террористов. Все, кто оказывал сопротивление, по мнению вот этого человека, являются террористами. Все, кто не оказывает сопротивления, те являются мирными гражданами. Он говорит, были террористы и мирные жители. За что мирные жители погибли? Вот и все, что хочет сказать. Вот кто такой Гордон. И те люди, которые считают, что вот же Гордон сказал там в общении там, с Березовским, да, чеченцы очень воины, да, как-то он сказал, и мне присылали этот кусочек. Сейчас Гордон заявляет, ну вот же там, и не отвечает на вопрос, что Чечня не является частью России. Ему прямо задал этот вопрос, он не отвечает. Гордон, если у тебя хватает духа, и ты объективен и честен, я тебя вызываю на общение. Давай, пожалуйста, я тебе докажу с документами. И ранее то, что ты говорил, я тебе тоже в лицо вот так кину, скажу, где ты был неправ. И давай, если я буду неправ, я извинюсь перед тобой. Вот за свою эмоциональность, за то, что я тебя тут называю нехорошими словами. А если ты честен и объективен, если ты борец за права своего народа и за справедливость, пожалуйста, я в любое время открыт для общения с тобой. Перчатка брошена. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Время уже прошло, мы уже говорим больше полутора часов. Мне вот Тойзат задонатил. Да, Асадоль Тойзат. Ассаламу алейкум, Аслан. Нисду. Я давно пришел к выводу, что не стоит нам ни от кого ждать солидарности и поддержки. И а мы должны отвечать всем зеркально. Совершенно верно, Тойзан, абсолютно верно. Тойзан говорит, что кроме у нас нету никого ждать не надо, и нам надо рассчитывать на свои силы. И это правда, Тойзан. Абсолютно с тобой согласен. Но среди украинцев есть у нас очень хорошие друзья. И есть украинцы, которые не заинтересованы, как вот этот Гордон или еще какие-нибудь там из ОМ-ТВ, нас преподнести. Они заинтересованы победить Россию. Украина не станет свободной, пока Россия не перестанет существовать. Россия перестанет существовать, когда зайдет солнце свободы со стороны Украины. И честные, искренние, свободные украинцы нам такие же братья и наши союзники, как любые люди на этой земле. Поэтому мы всячески должны поддерживать это, разделяя на хороших, про русскомировцев и про чеченскомировцев, просто, то есть свободномировцев. Вот мы этими будем заниматься. Всего самого хорошего, спасибо, что поддерживаете меня, спасибо, что смотрите. Желаю всего вам всего хорошего, с наступающими праздниками. Следующий стрим будет в понедельник, как обычно, в 21:00. Он пройдет в Амстердаме, я буду отдыхать какое-то время и, конечно же, обязательно выйду в эфир. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. Спокойной ночи, дорогие мои.